Военно-спортивная игра «Зорница» объявляется открытой. Старт состязаний дан, но для начала командам на примере подробно объясняют, как разбирать и собирать оружие, как правильно стрелять. Также организаторы демонстрируют ребятам разные приемы при задержании нарушителя. Запомнив все основные правила, участники приступают к военно-спортивным упражнениям. Здесь отряды из первой и второй школ. Также гимназии Марем, Магаса. Кто-то с большим интересом изучает автомат Калашникова, а кто-то пробует себя в стрельбе. Здесь каждый юный пограничник может найти занятие по душе. Я уже успел пострелять, и мне очень понравилось, так как я очень люблю стрелять. И помимо стрельбы у нас будет перетягивание канатов. Я очень настроен. Я уже не первый раз на Зорнице, очень мне нравится эта игра. Стреляю я тоже уже не в первый раз, неоднократно занимала первые места по стрельбе. Хочу связать свою жизнь с военным делом, пойти по стопам родителей. А вот двое друзей из второй школы Магаса решили проверить себя в игре дартс. Она требует точности и сосредоточенности. Стараясь попасть в мишень, будущие пограничники тренируют свои навыки меткости и улучшают концентрацию, что обязательно пригодится во время выполнения задач. Здесь можно полностью погрузиться в военную атмосферу, управлять техникой и даже примерить снаряжение пограничника. Мне нравится заниматься спортом. Особенно мне нравится делать жим лежа и подтягивания. Ну, пока что из чего я делал, подтягивания больше всего мне нравится. Ну, а вот жим лежа, который делают там на заднем плане, я его буду делать чуть-чуть попозже. Сейчас мы играли в дартс. Ну, и мне не очень нравится дартс, потому что я не умею нормально кидать там. Понравилось тебе? Но вообще мне понравилось, потому что тут много спорта. Я играл с ребятами сейчас в дартс. Это очень хорошо, и у меня очень хорошо это получилось. Зорница – это возможность для детей проявить свои способности и получить полезные навыки в военно-спортивном направлении. Такие патриотические акции проводятся погрануправлением регулярно в школах Ингушетии. Мероприятие посвящено 110-летию со дня рождения Андропова, а также 106-летию со дня учреждения пограничной охраны. Дети посоревнуются в стрельбе из малокалиберной винтовки, быстроте, силе, выносливости, а также в некоторых других военно-прикладных дисциплинах, опыт которых они уже успели получить. Подобные мероприятия проводятся нами уже третий год подряд. Мероприятия способствуют воспитанию высоких духовных, моральных и физических качеств у детей. После окончания игр участников ждут награды. Сегодня проигравших нет. Каждая команда получит кубок и диплом. Малика Измайлова, Сулейман Костоев, Магас 24.